Друзья, всем привет, меня зовут Мадяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Спустя неделю я снова с вами, так сказать. У меня сегодня на обед домашние котлетки из говядины, домашний пюре бывает вообще не домашнее, неважно, овощи, здесь у меня кобра спряталась, агент 007 включила, и не для кадра, а просто для себя, так сказать, лук и чеснок. Пью воду. Все, давайте начнем. Я капец голодный. Так, лепешка. Не подумайте, это не лепешка с прошлого мукбанга. Это новая лепешка. Не хочу себя хвалить. Хотя хочу себя хвалить, что пюрешка у меня получается просто шедевр. Сейчас чуток поем. И с вами начнем говорить. Это, наверное, один из самых лучших таких наслаждений в жизни, когда ты голодный и ты ешь вкусную домашнюю еду. Да, фастфуд, мастфуд, знаете, это хорошо. Домашнее-то и все-таки домашнее. Огромное спасибо моей мамулечке за котлеты. Можно сказать даже спасибо за пюре, потому что когда я утром встал, оказывается, котлеты были уже пожаренные, а картошка была уже начищена, да? Вот картошку я отварил, добавил сюда соль, перец, масло сливочное и молоко. Получается так очень вкусно. Это кобра обычная, это мы купили помидоры, через мясорубку их провели, прокрутили и с чесноком. То есть она не такая термоядерная, но такая нормуль. У кого-то называется там карладер, я читал, у кого-то называется там как-то еще, у нас называется кобра. Там. Ну, говорит, в каждой стране, как кто придумал, так и передается. Это обалденно. Котлеты сочнейшие. Оцените мой лук. Я сегодня стиляга. Вот. Какие у меня новости? Никаких. Добрый вечер. Почему пропал на неделю? Честно говоря, не было вообще вдохновения снимать видео. Оно появилось. Вы знаете, у меня есть такая не очень хорошая черта, как для блогера, я считаю, потому что на данный момент меня YouTube и Instagram, это меня кормят, да, то есть это мои источники дохода. И есть такая у меня черта плохая, что если у меня нет вдохновения, я не могу снимать ни на YouTube видео, ни на Instagram Reels, да? Вот почему-то так. А когда вдохновение появляется, все получается как по маслу. Пюрешка просто огонь, ребят. Бешпармак ед, да, как мы говорим. И вот это вот котлеты с пюрешкой и манты. Это одни из самых моих вкусных блюд. Любимых, то есть блюд. Приезжала к нам Апашка из Семска. Это моя родная Апашка. Получается, моего покойного папы мама. Помидоры классные. Туда я не торопясь буду есть, а то быстро-быстро закинешь, и видео получится коротким. Вот.
приезжала Апашка. Получается, из Семска. В Астане у нас живет моя двоюродная сестра. Старшая, она здесь давно уже живет с мужем, с детьми. Младшая моя двоюродная сестренка тоже в Астану переехала. Вот тоже как мы недавно. Ну и мы живем. Вот Апашка у нас. То у старшей внучки была, потом у младшей, потом к нам приехала. Тем более Апашка у нас была, знаете, я такой человек, что я не люблю вообще людям доставлять какие-то неудобства. Вот в плане бытовых каких-то, знаете, вопросов, в плане даже жизни. Вот поэтому я к людям стараюсь лишний раз там не звонить, да, не навязываться. Это касается даже дружбы. Но и вот насчет, вот Апашка приезжала, бабушка. Вот у нас в нашем регионе на востоке бабушку на казахском называем апа. В других регионах на казахском языке будет по-другому. Я почему говорю? Потому что когда я говорил про Апашку в одном из видео, мне говорили, почему ты типа называешь ее апа? Потому что у нас в регионе так принято. Мне даже казахи спрашивают, потому что у них в регионах там аже называют, например. У нас аже называют прабабушка, получается. В общем, у каждого региона есть такие слова, которые имеют разное значение в каждом регионе. Вот. Вот. И она здесь у нас была, а все-таки квартира, это же не частный дом. Двухкомнатная тем более, хотя у нас квартира такая, скажем так, по квадратуре нормальная. Но все равно неохота было, знаете, путаться под ногами там. А мукбанг это такая вещь, что то есть как бы со стороны это выглядит как бы, ну, снимает чувак там напротив камеры, сел и снимает. Надо стол перетащить, надо свет поставить, надо его более-менее настроить, надо что-то приготовить. Это все в кадре, чтобы смотрелось, ну, я не могу сказать, что мне идеально прям, ну, более-менее, чтобы красивше все это смотрелось. В общем, тоже забот хватает, честно говоря. В какие-то моменты даже неохота снимать мукбанг не из-за видео, что нужно снимать, а из-за этих вот этих, вот, знаете, подготовительных процессов, так скажем. Я не могу передать, какие они вкусные котлетки. Спасибо еще раз мамулечке за ее золотые ручки. Иногда даже маму, честно говоря, неохота напрягать. Потому что, ну, думаю, что-нибудь сам приготовлю. Потом неохота бывает, там, и вы просите какие-нибудь домашние мукбанги там. А эх, мама, ну, не смогу приготовить. Хотя все мои как бы знакомые друзья говорят, что я вкусно готовлю, кто ел с моих рук, так скажем, да, мою, кажется, еду. Но до мамы, конечно, мне далеко. Поэтому еще раз огромное спасибо моей мамулечке. В общем, в прошлом мукбанге я вас спросил, говорить ли мне на разные политические темы. И там в комментариях написали, что да, говори или там не говори. Там разные комментарии были. В общем, я решил так сделать. Когда, ну как, по настроению говорить. Охота на эту тему говорить, надо говорить. Неохота, не надо себя заставлять, там, знаете, насиловать, грубо говоря. Не говорить. Вот я даже вам по себе скажу. Я в ТикТок захожу, честно говоря, ради профессиональной цели. Я туда захожу, ищу интересные аудиодорожки и под них снимаю разные прикольные видео. Ну, как мне кажется, прикольные. Ух, какой вкусный. Я, знаете, так устал от этих роликов. Бесконечная политика, война, политика. Одни срутся с другими, одни... Да чтоб ты... Ну там вообще такой трэш.
И я думаю, вот сижу и думаю, да, с одной стороны, люди как бы высказывают свою позицию. С другой стороны, этого негатива настолько много, его даже немного, его до хрена, извиняюсь за выражение. Зачем свои, знаете, 5 копеек, которые, ну, никому они не всрались, извините за выражение, опять-таки, да, вставлять, значит, да, и что ты этим изменишь? Да ничего ты не изменишь своими вот этими негативными комментариями, понимаете? Поэтому я буду говорить по настроению. Как вы поняли, сегодня настроения нет, как бы есть, но нету говорить на эту тему. То, что к нам прибыли огромное количество россиян после мобилизации частичной, это правда. Но я хочу на эту тему отдельно с вами поговорить, знаете, такое. Конкретно. Эту тему с вами обсудить. Вот так вот. Ребят, если вы готовите пюре по-другому, вот я вам советую добавлять туда молоко и масло. Это просто бамбалейла в квадрате. Реально. В холодильнике лежали овощи. Я думаю, может, они там лежат давно и уже уставшие от жизни. Нет. Вполне норм. У нас в Астане опять тепло. Вчера даже было жарко, я бы сказал, даже и позавчера так было жарко. Лучок давно не ел. Сейчас опять какой-то вирус, говорят, гуляет. Не знаю. Я на несколько блогеров подписан. Они приехали из Турции. Это казахи. Казахоязычные блогеры. Да неважно, кто какая нация. К чему я это вообще говорю. И они приехали из Турции. И прям как-то резко так заболели они. И еще одни блогеры заболели, но это другие уже. Может, такое совпадение, или реально вирус какой-то ходит. Ой, когда ты даже элементарно простудой болеешь, вот тебе реально ничего не охота. Тебе охота тупо лежать, спать и все. Грубо говоря, даже пропадает какой-то интерес к жизни. Пока не забыл, хорошо, что напомнил сам себя. В общем, посмотрите фильм, называется «Последний клиент» 22 года, вот этого года. Фильм настолько офигенный, просто офигенный в квадрате, просто в кубе. Офигенский фильм, я вам рекомендую от души, душевно в душу. Он будет интересен, конечно, для людей, которым нравятся такие сложные сюжеты, неожиданные концовки. Вот это вот прям, вот этот фильм, он мой, можно сказать, один из идеальных, которых я посмотрел. Ну, если вам нравится такой сюжет, если вам такой сюжет не нравится, не смотрите. Ну, в смысле, там, кому-то комедия может нравиться, кому-то там, не знаю, такие легкие фильмы. Он какой тяжелый. Пока что моим фаворитом остается фильм «Невидимый гость». Это испанский фильм, по-моему. Там снимается этот актер. Как его зовут? Марио Касас. По-моему, так зовут. Он остается одним из топовых фильмов моих любимых. Такой, знаете, сюжет такой. Ну, в общем, когда если вам что-то сейчас говорить, это будет уже спойлер. Поэтому вы посмотрите, если вы такой жанр любите. Он офигенский. У меня сегодня был просто обалденный обед. Благодарю за этот обед. В последнее время понимаю, что вообще нужно благодарить те вещи, которые у нас есть, элементарно, там, мирное небо над головой,
еда, квартира, там, не знаю, одежда, да, у кого-то этих вещей просто нету. Поэтому благодарю, еще раз благодарю за такой шикарный обед и за такую вкусную, которую я поел. И вас, друзья мои, благодарю за ваши добрые слова, за ваши добрые советы, пожелания мне, моей мамочке, моим там, друзьям, кто был со мной на мукбанге, да. Вот желаю, что ваши все слова, которые вы мне говорите и желаете пожелания, вернулись не только там в 1000-й раз, а в миллионный раз. Вот такие вот дела. Ну, извините, на какую-то тему с вами сегодня не поговорил, такую, знаете, злободневную, может быть. Да и неохота, честно говоря. Может, на следующем мукбанге поговорим на разные темы. На этом охота была просто поесть вкусно, пообщаться с вами, такой, знаете, грубо говоря, ни о чем, да, и порекомендовать вам фильмы. Значит, последний клиент запомнили? Посмотрите. Посмотрел фильм еще «Судная ночь». Бред бредом, знаете, мне не понравился. Это, короче, такой сюжет там, что в Америке, в США, один раз в год есть такая ночь, где людям все позволяется, вплоть до убийств, изнасилований и так далее, и так далее. И им за это ничего не будет. И типа, вот эта вот ночь, она разгружает у людей негативные эмоции. После этой ночи, значит, идет рост экономика, производительность. Ну, короче, все становится идеально. Ну, такой сюжет. Но фильм, знаете, посмотрел на один вечер только. Ни на шедевр кинематограф, опять-таки, не претендует. Если прям совсем уж нечего смотреть, то посмотрите «Судная ночь». Ну, он такой дяйский-мяйский. А вот «Последний клиент», прям обожаю этот фильм. Выпустила его Дания, 2022 год. Ладно, ребят, спасибо вам за внимание. Увидимся на следующих мукбангах. Вот такие дела. Пока-пока. Пока!